В истекшем 2025 году прошла выставка в Национальном художественном музее всемирно известного бурятского художника, скульптора, ювелира Даши Намдакова. И наш музей удостоился огромной чести и получил в дар бронзовую скульптуру «Рождение гения». Как и многие работы Даши Намдакова, скульптура относится к вневременной категории. Мы можем ее отнести и к персонажу фэнтези, которые ориентированы на современное сознание. Не зря ведь зрители часто сравнивают «Рождение гения» с известным персонажем из фильма «Чужой», голливудского фильма, где вот эта очень такая злая машина смерти, я бы сказала, производит многочисленные действия с помощью своего интеллекта. И у нее такой же вытянутый череп, как у представленного образа. Даши Намдаков не просто любит кино, оно воздействует на его искусство, и он является членом Российской национальной академии киноискусства. И в свое время известный режиссер Сергей Бодров-старший пригласил его быть художником-постановщиком в известном фильме «Монгол», за которую Даши Намдаков получил престижную премию Ника. Но, с другой стороны, посмотрите, знакомые очертания ног, рук, пуповина, половой орган – все это, конечно, нам напоминает обычный человеческий эмбрион, знакомый всем. Но в этом-то и кроется загадка рождения новой жизни. Произведение повторяет мысль великих педагогов о том, что каждый ребенок – гений. Но гений он до той поры, пока находится в чреве матери, пока на него не воздействует плохое воспитание, бытие, которое определяет сознание, пока он закрыт от всех негативных энергий. Посмотрите, у него не сформированы пока еще ушные раковины, глазные впадины, ротовая полость. Поэтому образ нам очень напоминает фигурки 3 восточных обезьянок, закрывающих лапками уши, глаза и рот. Это философская мысль о том, что они не слышат зла, не видят зла и не говорят зло. Таким образом, образ становится аллюзией философского учения отрешения от зла.